Мінулае стагоддзе. 1996 год. Яго назвалі годам нездзейсненых спадзяванняў, бо так хутка згараюць дыктатуры толькі на перформансах. У Беларусі ёсць свой лёс, у Беларусі ёсць свае магчымасці стварыць сваю дзяржаву. Шостага красавіка 1999 года памёр намеснік старшыні Верхоўнага Савету 13-го склікання Геннадзь Карпенка. Прычына смерці – гіпертанічная хвароба. Гэта афіцыйная версія. Другого такого яркого и бесспорного лидера просто не было. Именно Карпенко мог стать фигурой, которая была бы компромиссной и для Москвы, и для Европы. Імкнулись отхилить от политики, але образно сказать, его в 99-м годзе адхілілі ад жыцця ўвогуле. Гэты год стагоддзя абяцаў быць гарачым. Паводле Канстытуцыі канчаліся паўнамоцтвы дзейнага прэзідэнта і мелі адбыцца новыя выбары. На іх настойвае апазіцыя. У студзені газета «Народная воля» друкуе спіс чальцоў ураду народнага даверу. На чале дэмакратычнага кабінету палітык і навуковец Геннадзь Карпенка. Гэта наўпроставы выклік дзейнай уладзе. Карпенко очень долго взвешивал, со всеми советовался, принимать ли ему участие, потому что он готовился к президентским выборам, ну, к реальным президентским выборам. Он не мог так, для себя окончательно сказать, поможет ему это на реальных выборах или нет, вот эти альтернативные выборы. Но потом он принял решение и четко ему следовал. Я не участвую в этом, поскольку я хочу дать бой просто в очной встрече, лицом к лицу. Карпенко – это политик іншої формації. Політик, для якого улада не була самометою, а улада була як інструмент для того, каб реалізувати свої ідеї. 90-й год. Карпенка – паспяховы дырэктар заводу, знаны навуковец. Жыццё, як кажуць, склалася. Але ў 40 гадоў ён усё пачынае спачатку. Яго выбіраюць дэпутатам Верхоўнага Савету БССР. Новае жыццё пачынала ўся краіна. Рэспубліка, якую называлі самаю савецкую ў Савецкім Саюзе. Дэмакратыя перамагала на вуліцах. Дэмакратыя перамагала на выбарах. Маўклівая большасць пачала размаўляць. И что вас привело на эту площадь? Ну, что нас привело на эту площадь? В первую очередь, конечно, то, что игнорируют наши требования, которые предъявили рабочие Верховному Совету. Не хотят слушать. Девушка, пока будет стоять вот этот черный идол на площади, никаких изменений не будет у нас. Никаких. У цэнтры Берліну, на мяжы, якая падзяляла два светы, захад і ўсход, зорнае шоу. Еўропа святкуе вызваленне з сацлагеру. А пачыналася ўсё так. Пачатак 90-х. Час новых падзеяў, новых лідараў, час аптымістаў, час романтыкаў. Здавалася, за імі будучыня, і няма дарогі назад. В начале 90-х годов я не мог представить Карпенко. Впереди колонны, протестные колонны, как настоящий лидер с баррикад. Потому что тогда это был совершенно другой человек. Я думаю, что в принципе Карпенко к улице шел постепенно. Он все-таки очень долго и, наверное, на протяжении практически всей своей карьеры
пытался искать какие-то компромиссные варианты. То есть это не был революционер, это был человек, который пытался найти эволюцию и путь эволюционный. Сегодня офицеры, войсковцы в отставке почали приймати присягу на верность нашей родиме, Республиці Беларусь. Тэкст прысягі прамаўляе палкоўнік Уладзімір Барадач, камандзір брыгады спецназу. Тады яны не сумняваліся, гэта назаўжды. Такі час. 1992 год. Чароўнае лета. Плошча Незалежнасці. Плошча Незалежнасці праз 4 гады. Як лінія фронту. І палкоўнік зноў прымае бой. Вот такими ребятами. Еще раз полковник спецназа говорит с вами, ребята. Колонна идет. Колонна наша. Сейчас мы... Лідары мітынгаў сталі парламенцкай апазіцыяй. Лёс шмат каго з іх склаўся драматычна, як і лёс самога Верхоўнага Савету. Ён быў люстэркам свайго часу, свайго грамадства. Верхоўны Савет эвалюцыянаваў ад дэкаратыўнай савецкай структуры да амаль дэмакратычнага парламенту. Гэта і перадвызначыла яго будучыню. Галадоўка дэпутатаў ад БНФ была першай акцыяй супраціву палітычнаму курсу прэзідэнта. Яму былі патрэбныя паслухмяныя заканадаўцы. Аднагалосная адабрамс зменам у Канстытуцыі. Супраць маніпуляцыі з асноўным законам і пратэставала апазіцыя. Гэты пратэст быў спынены бязлітасным гвалтам 12 красавіка 1995 года, а праз 1,5 года быў зліквідаваны і сам Верхоўны Савет. Как вы собираетесь строить отношения дальше с парламентом сегодняшним? В рамках Конституции. Я еще раз говорю, ни на йоту не отойду от своих полномочий. У меня их предостаточно. Если парламент будет нарушение Конституции, так сказать, меня там пинать ногами и одергивать, вы тоже мой характер знаете. Маладзечна на пачатку 90-х называлі часам з сарказмам, а часам з захапленнем горадам сонца, а яго мэра, дэпутата Верхоўнага Савету Геннадзя Карпенку, прагматычным рамантыкам. Ягоны горад нават у тыя гады ўсеагульнага разладу рос, квітнеў і спяваў. На 3 дня Молодечно стал песенной столицей Беларуси. Город, расположенный в 60 верстах от Минска и являющийся, по сути, его спутником, принимал участников и гостей первого республиканского фестиваля песни и поэзии. Решиться на организацию такого масштабного праздника в наши дни далеко не просто. Фестиваль для многих, в том числе и специалистов, стал открытием. Сколько в народе талантов, которым до этого заявить о себе было практически невозможно. Я хочу сказать, я все время вспоминаю, когда организовывался Витебский фестиваль, сколько мы затратили денег, все это выколачивалось, выдавливалось, а тут как-то так вдруг ничего никто не просит, и смотрите, и все есть. Неужели это с неба все это свалилось? Большой энтузиазм. У Маскве грукатала іншая музыка, танкавых гарматаў і аўтаматных чэргаў. Крэмль і расійскі Верхоўны Савет дзялілі ўладу і ўласнасць. Пасля путчу быў знойдзены і менскі след маскоўскай змовы. З'езд Саюзу афіцэраў Беларусі. Абмяркоўваюць чарговы план выратавання Савецкага Саюзу. Сярод ганаровых гасцей адстаўны генерал Макашоў. Праз 2 тыдні генерал Макашоў адпраўляе мятежныя атрады на штурм маскоўскай мэрыі і тэлецэнтру. Мне некалькі гадоў. Крыху адседзеўшы на нарах, генерал зноў наведае Менск.
Гэтым разам як удзельнік Кангрэсу народаў СССР. І ўсе разам яны слухаюць прамову прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Александр Григорьевич, честно говоря, я не ожидал вас на этом съезде. Что привело вас? Ну вот видите, после Конгресса народа Беларуси мне аналогичный вопрос журналисты задавали и сейчас. Я только не понимаю, почему. Адказ дэпутат Лукашенко ведаў. Набліжаўся 1994 год, выбары першага прэзідэнта. Гэта быў ягоны час і ягоны шанец. Краіна па-ранейшаму стаяла ў чэргах, з зайчыкамі ды вавёрачкамі. У 93 годзе Беларусь упершыню адчула на сябе энергетычную блакаду. Імпарт нафты стаўся прыладаю палітычнага ціску. Але ўлада бачыла і чула толькі тое, што цешыла яе вочы і вушы. Вы знаете, когда народ поет, это значит очень хорошо. Народ патрабаваў Кебічоў в адстаўку. Галоўным канкурэнтам Лукашенка мог стаць прагматычны рамантык з Маладзечна. Тэлебачанне ўжо рыхтавала праграму пра яго. Куда идет король? Большой секрет, большой секрет, большой секрет, большой секрет. Большой секрет. А мы всегда идем ему вслед. Обсудив первый вопрос о выдвижении кандидатом в президенты, совместное заседание представителей инициативных групп и членов Совета партии постановляет выдвинуть кандидатом в президенты председателя Совета партии народного согласия Геннадия Дмитриевича Карпенко. Мы все шли тогда, вот начало 90-х годов, включая Карпенко, мы шли в публичную политику. Далеко не все шли одержимые мыслью стать президентами. У вас в городе Молодечно есть вот звезды политики, бизнеса, спорта? Мэр города. Геннадий Дмитриевич Карпенко? Да. Карпенко, например. Ну, во-первых, Карпенко, это да. Поговорите с нашим Карпенком, с мэром города. Я думаю, что он звезда. А почему вы считаете его звездой? Ну, он человек своего времени. Но вот именно этого времени. Я знаю, что он много делает для города. Я бы не сказал, что в ту пору он шел с яростным желанием победить. Скорее, он шел участвовать. Хотя мы провели тогда переговоры и с представителями Шушкевича для того, чтобы был единый кандидат. И полагали, что Карпенко – это та фигура, которая может рассчитывать на реальную конкуренцию и с Кебичем, и с Лукашенко. Что было предварительно? Были разговоры с депутатами, и наши, и его, и убедить их сняться мы не могли. По-моему, вот это было первое яркое проявление извечной белорусской беды, неумение договариваться и делать ставку на одного. Но это было метанакіраванае. Вырубили подписи, и потом Шушкевич почав со своей команды социал-демократов откликать голосы, потому что Карпенко мог бы им попортить всю гульню. 97 год. Гульня стагоддзя, пажартаваў хтосьці з журналістаў. Каманда аб'яднанай грамадзянскай партыі, лібералы, на чале з Геннадзем Карпенкам і Віктарам Гончаром супраць каманды сацыял-дэмакратаў. Геннадий Дмитриевич, либеральная идея побеждает, говорят. Да. Забивать будем 8 голов, ровно столько, сколько социал-демократы отбирали подписи в 94 году. Так вы решили разборку устроить на футбольном поле? Не, пока это еще не разборка. Тренировка. Ну, поможем им. 8 месяцев. Какой счет? 8-1, да? Сделай ставку тогда на Карпенко, я понимаю, результат выборов был бы другой.
Ностальгическая волна и эксплуатация ностальгических настроений, конечно же, просматривается во всем, что делает Лукашенко. Причем это делается именно как эксплуатация ностальгических настроений, поскольку никакого реального возврата никуда не было. Его вертикаль и окружающие его лица, вообще, они все точно так же, как и мы, дети перестройки. Но только циничные, без принципов. Старыя ідэі, як і старыя пласцінкі, заўсёды запатрабаваны, асабліва падчас рэферэндуму. Папулярны і жанр гэтых палітычных кампаніяў – сумесь тэатраў абсурду і сацыялізму. Вось фінал першага рэферэндуму. Пераможцы здымаюць сцяг, з якім увайшла ў сваю новую гісторыю Беларусь. Але гэта толькі пачатак. Другі рэферэндум. 96-й год. Электарат даверыў прэзідэнту абсалютную ўладу. А за кого будете голосовать? Ну, я же не знаю, там же надо и за Конституцию, и за Лукашенко голосовать. Надо или вы сами хотите? Ну и он же наш батька, ну за кого голосовать, я же не знаю. Здравствуйте. Я за него бесплатно выйду. Я Василий. Это мой земляк. Вместе в школу ходили. Все. Пройдите к выходу, пожалуйста. Пройдите к выходу, пожалуйста. Пускай вызывать подкрепление, пускай. А гэта трэці рэферэндум. Пакуль апошні. Год 2004. Улада стала не толькі абсалютнаю, але і бестэрміноваю. ОБСЕ зафиксировала, что из урн вываливали бюллетени стопкой сложенные. Но я как физик понимаю, что если по одному бюллетеню бросать в урну, то никогда они в стопки сами не сложатся. Такой самоорганизации среди бюллетеней быть не может. То есть это были бюллетени вкинутые, массово вброшенные. Нам не следует много говорить еще. Не создали те условия, чтобы мы говорили. Много очень говорили. А к чему мы пришли? Задушится. Дикая ситуация. Обстреляли машину депутата парламента. Это для вас неожиданность, это случайность? Как вы это оцениваете? Вы знаете, Беларусь шаг за шагом приближается к тоталитарному государству, а может быть уже и стало таковым, как бы ни прискорбно это осознавать.
Смотрите последние события в Беларуси. То избиение депутатов прямо в здании Верховного Совета, то закрытие прессы, то избиение молодежи на демонстрациях. Сегодня дошли уже до стрельбы по машинам, где едут депутаты. Гэта быў знак, ці гэта было папярэджанне, ці гэта цяжка даже сказаць. Фактычна стрэлялі двойку водителя, не по Карпенке менавіта. Можа быць, это быў знак папярэджання. Мы за тобой сочым. Скажите, ну вот сегодня чем закончится митинг? С дикостью, которую сегодня проводит Лукашенко, мы дикостью бороться не можем. Как бы ни была слаба законодательная власть в Беларуси в тот момент, она все уже была властью. И поэтому конфликт между исполнительной вертикалью, которую пытался построить Лукашенко, и минимальным институтом законодательной власти он существовал, и он обострялся, начиная с первых же моментов формирования политики Верховного Совета 13-го созыва. Поэтому импичмент был предсказуем, и обе стороны стали готовиться к этому. 14 лістапада. Людзі ў форме і ў цывільным блакуюць цэнтр выбаркам. Мэта спецаперацыі зняць старшыню ЦВК Віктара Ганчара. На гэтым месцы ўладзе патрэбны свой чалавек. Ён забяспечыць неабходны вынік. Намалюе патрэбную лічбу. Так пачыналіся гэтыя 10 дзён, якія потым назавуць пераваротам. 24 лістапада пройдзе рэферэндум. Ён зменіць сістэму ўлады ў краіне. Семен Григорьевич, извините, мы выполняем приказ. Не будете пропускать? Нет. И меня? Нет. Старшыня парламенту ў ролі просьбіта, а замест закону – сила. Республике начался захват власти неконституционным путем. У центра сберкома выставлена охрана. Неизвестно, какими людьми. До моего прилета никто в центр сберком не должен зайти. Вы слышите, о чем говорит? Я говорю то, что есть. Вы знаете, что есть закон? И даю отчет своим словам. Что есть закон или не знаете? Я думаю, что до 17 часов ничего не изменится. Посмотрим, что там есть. Открывайте, Андрей Григорьевич, у вас, пожалуйста, тоже. Но не больше никого. Друзья, я вас попрошу, вы все идите, пожалуйста, вниз. Куда? Ну, вниз пока. Идите, не стойте тут, не делайте этой. Давайте мы снимем сейчас, я думаю, напряжение. Однозначно, что все у нас хорошо, и я думаю, что еще будет лучше. Главное, чтобы государство помогало спортсменам. Я бы, например, может быть, был бы за, но я просто не вижу другой перспективы. Мне жалко своих детей просто-напросто, и все, потому что дети другой ничего не увидят. Той перспективы, которая, может быть, бы их ждала, не изменится, останется так же. Народ же будет выбирать, правильно? У нас народ просто-напросто он боится что-то сказать. А вы не боитесь, что после этого референдума будет изменена Конституция и навсегда? Обязательно. Может, даже будет изменена. Я ничего не смогу ни на что повлиять. Как идет процесс, он так и идет процесс. Вот и все. В принципе, как-то политика с одной стороны и правильно идет, и политика с другой стороны неправильно идет. Черт его знает. Если людям дать зарабатывать, человек заработает денег, он потом эти деньги начнет в экономику страны влаживать, правильно? Страна начнет подниматься. Не дают зарабатывать.
всегда как-то может крутиться, там что-то делает, например, ему не дают просто это делать. Не, ну тяжело, конечно. Но... Тяжело, но просто еще с каждым годом и каждым месяцем все тяжелее и тяжелее становится. Да, начало он хорошо. Беларускі гайд-парк на плошчы незалежнасці цікавіў і замежнага гледача. Вы понимаете? Начало он хорошо. Хорошо, Хрущев! Начало хорошо. Хрущев, такой самый узурпатор, як и Сталин. Сейчас для вас самое главное что? Чтобы народ лучше жил. Да? Обязательно. По-человечески. По-человечески. Но тогда мы, любой, или Лукашенко, или кто-то другой, он должен нам предложить те правила игры и, в принципе, ту программу, которая будет реальна. Ну, да? дайте ему хоть попробовать. Мы уже не давали. Он же пришел на Нет, пустой он никого не слушал. Ну как не слушал? Кожны рабіў свой выбар. Сегодня здесь очень много говорилось об импичменте президенту. Насколько это возможно? Я думаю, что в Верховном Совете сейчас это нереально. Нереально потому, что нет необходимости сейчас это делать. Верховный Совет, группа депутатов приняла решение дождаться окончания референдума. Мы не сомневаемся, что на референдуме Лукашенко не победит. Только одно условие может быть его победы – это полная фальсификация результатов референдума. Он все-таки пытался найти какие-то точки соприкосновения, какие-то направления, которые бы позволяли все-таки не выстраивать баррикады, не выстраивать рвы друг между другом. Апаненты Лукашенка шукалі кампрамісных рашэнняў. Спрацаваў савецкі рэфлекс. Без Масквы нічога не вырашыць. Працэдура імпічменту была спыненая. Падпісаная ўначы дамова сарваная. Улада правяла рэферэндум на сваіх умовах. Спецаперацыя была завершаная. Это то, что относят к издержкам демократии, когда много голов принимают решения. А командная система – это принимает решение одна голова. В каких-то моментах это огромный минус, но в каких-то моментах, в ключевых моментах, это, конечно, плюс. Мы говорим о порядочных людях. Они, видимо, даже не понимали, что могут быть вот такие интриги. Им казалось, что политика – это в той или иной степени как бы чистая игра. Але было і іншае меркаванне. Не знайшлося лідара, які павёў бы за сабою. То есть повести людей на милицию, на ОМОН? А что надо было сделать? Что надо было сделать? То есть вооруженный мятеж? Что должно было произойти? Ну, когда уже власть, несмотря ни на что, пошла на обострение, то, конечно, Геннадий Дмитриевич боец, и, конечно, он возглавил все, что происходило в 1996 году. Безусловно, должна была быть четкая организационная работа, четко определить лидера оппозиции, а не так, что куда ни глянешь, свой лидер, свой президент. То есть получился парламент президентов. Каждый бегал, красовался, забыв про рутинную организационную работу. Это основная причина. Канчаўся 96 год. Год, напрыканцы якога мы апынуліся ў іншай краіне. Месца для дэмакратыі там ужо было падрыхтавана. Шостага красавіка 1999 года памёр намеснік старшыні Верхоўнага Савету 13 склікання Геннадзь Карпенка. Прычына смерці – гіпертанічная хвароба. Гэта афіцыйная версія. Было адчуванне, што гэты чалавек – это наступны прэзідэнт.
И я полагаю, что это решение как раз и было тем решением, которое более всего насторожило действующую власть. Это не трагедия семьи, это не трагедия друзей, что Геннадия Дмитриевича нет. Это, наверное, это трагедия страны. У палітыку ён прыйшоў як і Карпенка ў 90-м годзе. Падпалкоўнік КДБ Валер Костка служыў у Маладзечні. Тут і скрыжаваліся іхныя з Карпенкам шляхі. Сёння Валер Костка фермер, пчаляр. Але як былы афіцэр спецслужбаў, ён шукае адказ на пытанні, што і чаму адбылося з Геннадзем Карпенкам. Менавіта на гэтай пасеке распрацоўваўся сцэнарый першага кангрэса дэмакратычных сіл. Калі спрабавалі асэнсаваць, аб'яднацца і зрабіць нешта агульнае для того, каб Беларусь была сапраўды цэнтрам Еўропы. Студзень 99-го года. Газета «Народная воля» знаёміць чытачоў з урадам народнага даверу. Хтосьці заве гэта эфектнай піар-акцыяй, хтосьці змрочна жартуе. Чорный спис. Это ведь год не только смерти Карпенко, это год исчезновения Захаренко, Гончара и Красовского. Говорить, что это случайность, ну просто было бы наивно, наверное. Ліквідацыя Верховнага Савета не спыніла дэмакратычнага руху. Выканаўчая ўлада адказала рэпрэсіямі. У сакавіку 97-го года Геннадзя Карпенку затрымліваюць. Першы арышт. Першы гіпертанічны крыз. У 99-м годзе, калі вы памятаеце, планавалася сустрэча на ўзроўні кіраўнікоў і міністраў замежных спраў Еўрасаюза. І самае цікавае, што ад Беларусі быў запрошаны Латыпаў, як міністр замежных спраў, Карпенка, як фактычная галава дзяржавы. І гэта было у нейкім сэнсе прызнанне Карпенкі на еўрапейскім узроўні. З міліцыяй Карпенку перавозяць у лякарню. Як чальца корэспандэнта Акадэміі навук у адмысловую, пад наглядам. І не толькі медикаў. Уберите камеру. Здесь охраняю объект, вы не имеете права здесь снимать. Аб'ект рэжымны. Тут усё пад кантролем. У тым ліку жонка апазіцыйнага пацыента Людміла Карпенка. Медыцына таксама на пагатове. Скажите, вас к мужу пускали сегодня или нет? Да. Вы были у него? Как он себя чувствует? Под капельницей. Рапорт кіраўніцтву. Готовость номер 1. Я ехала с ним вот как раз в ВИЧ-комиссию, а он продолжал от дома на машине, и нас преследовали 2 машины. Ну как вы относитесь к тому, что его задержали уже, в общем-то, в том состоянии, когда он болел? Ну, он у меня сильный человек. Так, а вы? И держится, стараюсь. У кулуарах рэжымнай установы сабраўся кансіліум. Таварышы ў форме і ў цывільным кансультуюць медыкаў, як быць з апазіцыйным пацыентам. Сам Геннадий Дмитриевич рассказывал об этих ситуациях, когда вдруг появлялись какие-то таблетки. Он реально боялся, что... Ну, не боялся, он реально рассматривал возможность, что его могут убрать с помощью врачей и с помощью лекарств. Ну, был постоянный контроль, потому что все-таки люди, которые допомагали Карпенку в 96-м году, они некоторую информацию давали и пасля. Ну, певная была схема сустрэч, и Карпенко атрымліваў информацию, что вакол яго и вакол астатніх наибольш активных ведется постоянный мониторинг. Сегодня власть готовит очередной указ о том, что те, кто неоднократно участвовал в митингах, имеют административные нарушения или уголовное. А многим политикам сегодня шьется дело, чтобы дать год условно, там 1,5 года условно. Те люди не смогут участвовать ни в парламентских выборах,
не в президентских выборах. То есть сегодня как бы своеобразное сито начинает работу на будущее, на 99-й год, на 2000 год. 97 год. Пачатак зачысткі палітычнай прасторы. Праваахоўныя структуры ператвараюцца ў рэпрэсіўную сістэму. Галоўная мішень – іншадумцы. Арышт міністра сельскай гаспадаркі Васіля Лявонова убачыць уся краіна. Гэта тэлеурок для ўсіх, і для паслухмяных, і для непакорлівых. За краты трапляе і двойчы герой сацыялістычнай працы, знакаміты старшыня калгаса Васіль Старавойтаў. Адно з абвінавачванняў – рыхтаванне тэрарыстычнага акту. У 70 год ён пачынае новае жыццё. Цяпер Старавойтаў – зэк. Ну как в клетке можно получить? Клетка есть клетка. Частка спецаперацыі арышт тэлежурналістаў. Таксама паказальны. Судзяць свабоду слова. Оглашается приговор. Именем Республики Беларусь Шеремета Павла Григорьевича и Завадского Дмитрия Александровича признать виновными в умышленном, незаконном пересечении государственной границы Республики Беларусь. Палітыка гэта заўсёды барацьба. Супраць Карпенкі яе вялі бруднымі метадамі. Ён небяспечны супернік. Папулярны, спраўны, сумленны. Таму яго ўвесь час намагаліся прыбраць з палітыкі. Тогдашний мэр Геннадий Карпенко выдвигался на президентские выборы, и на него активно бросали тень в связи со скандалом. После того, как он снял кандидатуру, было снято и обвинение. Кампрамат на маладзечанскага мэра шукалі ўжо ў 93-м годзе. Нават за кулісамі ўсебеларускага фестывалю песні. Гэта быў толькі пачатак. Господин Карпенко, может, хватит вам и потому, что вы уже город солнца один построили? Вы там строили несколько лет его? По нашим, так сказать, сведениям, хотя я говорю, что здесь нельзя утверждать это твердо, то, что мы имеем, так сказать, в оперативном плане, что ли. Крупные средства достаточно будут поддерживать блок, возглавляемый Карпенко. Якая коррупція ў Маладечна? Я вам скажу шчыра, што пасля таго, як зышоў Карпенка з Маладечна в якасці мэра, было праведзена 17 праверак на ўсіх узроўнях. Ад налогавых, ад паліцыі, міліцыі, КДБ, там, ну, хто толькі не правяраў, гэта Маладечна. І ніхто нічого не змог знайсці. Напередзе ўжо былі выбары Верховны Совет 13-го склікання, и как раз тут треба было компрометовать Карпенко. Знаем мы также, что и у партии коммунистов есть достаточно средств, есть структуры, которые намерены финансовую помощь серьезную оказать. Часто звучит вообще-то и в прессе, между прочим, и в стенах парламента, и в различных других источниках, что Белорусский народный фронт и его организации поддерживаются активно с Запада. Но я вот конкретики какой-то не имею, поэтому не могу так утверждать. Конкретики не знайшлі. У палітыцы і эканоміцы Карпенко аддаваў перавагу празрыстасці. Дмитрий, если не секрет, сколько затрачено средств и кто помогал? На город все порядка 100 миллионов рублей. В основном все коммерческие структуры. Действительно, вот увидели патриотизм структур, которые уже не только, как в народе говорят, гребут, а начинают работать на культуру, начинают работать на людей. Шляхі гісторыі непрадказальныя. Яна, як вядома, не ведае умоўнага ладу. І ўсё ж, ці магла перамагчы на выбарах апазіцыя? Яе лідары у 99-м годзе, у 2001-м. Якім было 10 гадоў таму грамадства? Улада. А что это за власть, которая не может нормальной жизни для людей организовать, которая не сделает условий для хорошей, заинтересованной, эффективной работы хорошего труженика? Конечно, это не власть, которая идет следом за людьми. Власть вести должна, а не в хвосте плестись. Она узнает, что людям нужно, и то и говорит им. А иногда в семье надо и неприятное слово сказать. А куда ж ты денешься? Активного противодействия сейчас власть не выдерживает. Вот и весь разговор.
У меня было пару случаев, когда приезжали из Минска, приехала сенатор, приехала, замминистра, и давай нас отчитывать. Я поднимаюсь, говорю, извините меня, не ругайте нас, потому что финиш пришел. И что вы, говорю, лезете, когда мы завтра вообще молока не дадим? И спасибо, скажите, что на этом оборудовании вам, извините, молоко даем еще. И то скажите. И когда вот так я резко выступил, все, мертвая тишина повисла в зале. 2004 год. Зноў змяняюць канстытуцыю. Трэці рэферэндум. Пытанне. Ці трэба зрабіць уладу прэзідэнта не толькі абсалютную, але і бестэрміновую? 20 срок отбыл этот человек, и так уже это 12 лет получается. А если еще добавить 5 лет, это 17 получится. 17, считаю, слишком много. Или ниже немножко цены, или зарплата повышена. Все, остальное все устраивает. А что, тихо, спокойно, работа есть. Я доволен. Что там, нормально. Прошли, проголосовали. Нельзя. 2 срока, все норма, хватит. Это все, я думаю, оправдано. Главное – стабильность. Вы уже знаете, что ждать от власти. Все очень хорошо. Пусть он дальше будет, это ж батька. Конституция такая вещь, что ее же нельзя перекраивать. Я считаю так, что сказал раз, значит, завтра еще что-нибудь будет, опять будет референдум. Если я сегодня был на участке, и там написано, памятка висит, и написана галочка «За». Бабки ходят, голосуют. Вот и все дела. На телевидении и радио это, конечно, будет за Лукашенко. На самом деле, кого я не спрашиваю, все против. Все мы студенты, все, с кем я общаюсь, все против. Поэтому я уверена, что он на 3-й срок не останется. Хотелось бы больше узнать о оппозиции. Потому что кроме как о президенте, больше ни о ком ничего не знаем. Это немножко настораживает. Нашего товарища Лукашенко, вернее, мы любим, уважаем. Видите, как по-белорусски сказано. Конечно, его выбрала. Конечно. Извините. Аргументацию, я считаю, что это действительно антиконституционно. И что это ненормально, когда человек подстраивает под себя. Это возврат к старому. Рэальныя лічбы галасавання заўсёды пад грыфам сакрэтны. Гэта зразумела. Нават маўклівая большасць складаецца з людзей, якія шукаюць свайго адказу, якія думаюць пра сваю будучыню. Таму выбарчыя урны хаваюць шмат ілюзіяў, надзеяў, таямніцаў. Шмат людей, якія прагаласавалі за Лукашенко, яны больш радостно галасавалі бы за Карпенко, потому что яны казалі, что ён больш прагназуемы, больш адэкватны, больш здаровы палітык. Нужно, наверное, по-русски постучать по дереву, чтобы не сглазить, что ситуация развивается хорошо, благополучно. Усё правильно. Не істотна, як галасуюць. Важна, хто лічыць. Мы рабілі разам з Народнай воляй, Хартыя 97 рабілі праект «Выбери свой урад», дзе людзі маглі адначасова выбіраць урад і адначасова удзельнічаць в такой прагнознай гульні. На пачатку 99-го года в газете «Народная воля» был спіс надрукаваных этого урада. И вот в 99-м году что стало с теми, кого люди выбрали своим урадом? Все эти крики по поводу предстоящих репрессий, облав и арестов – чушь. Никто этих перепуганных прожекторов не будет хватать, сажать в тюрьмы, высылать из страны. Они вряд ли нужны Западу. Последние опросы показывают, что они все меньше нужны своим избирателям. Количество их сторонников медленно, но уверенно сокращается. И единственная причина того, что эта оппозиция не сошла с политической сцены, в том, что она нужна власти. Другого шанса выжить у этой оппозиции нет. Эта история начиналась как политический детектив, где главным действующим лицом был депутат Верховного Совета Виктор Гончар. Эпізод з дакументальнага фільму «Страх». Гісторыю арышту Віктара Ганчара здымалі на пачатку сакавіка 99-го года.
Монтаж фільму скончылі 31 сакавіка ў Маскве. У гэты дзень у Менску хуткая дапамога забрала Карпенку. Арышт Ганчара стаў пачаткам новага цыклу рэпрэсіяў. Когда они его вытащили из машины, они ему одели наручники и пытались подвесить к стойке вот верхней на автобусе. Его доставили в суд, осудили, привезли в спецраспределитель. Он сразу же объявил о голодовке. Сейчас, секунду, одну минутку. Они включили музыку, значит, на весь второй этаж, выгнали всех из камер, вывели его в коридор, и люди в масках скрутили его, руки к ногам. И один из докторов, у нас есть эта фамилия, влил ему насильно 400 грамм глюкозы внутрь. Ему стало очень плохо, он говорит, мне стало хуже, чем было до того. Нягледзячы на арышт, Ганчар усё-таки здолеў ажыццявіць свой праект пад назваю «Альтэрнатыўныя выбары прэзідэнта». Палітычнае лета 99 было гарачым. А ў верасні Віктор Ганчар і ягоны сябар Анатоль Красоўскі зніклі. Таксама, як дагэтуль у траўні знік генерал Юрый Захаранка. Зачыстка працягвалася. Першымі прыбралі лідараў. Дай Бог, чтобы дальше у нас в Беларуси была такая позиция. Мне она очень выгодна. Я это тоже Западу говорил. Поэтому я их никогда в жизни не пойду на то, чтобы их куда-то там отправить за границу, чтобы они эмигрировали, я их давить, я их наоборот буду поддерживать здесь, чтобы они существовали. Былы прэм'ер-міністр Михаил Чыгір на пачатку сакавіка рызыкнуў вылучыцца кандыдатам у прэзідэнты. Как только я подъехал к офису, зашел сюда, сразу же пришли машины для того, чтобы, значит, закрыть, обложиться, чтобы... А сколько их было? В районе около 15. На нескольких машинах? Да арышту Михаила Чыгіра застаюцца лічаныя гадзіны. А почему вы за решеткой? Как только я появился в офисе, они, значит, обложили наш офис и сейчас стоят везде, наблюдают, ждут, когда мы откроемся. Мы попросили вас поприсутствовать при этом интересном мероприятии. Мероприятие, которое называется «Демократия по-белорусски». 30 сакавіка. Дзень Ч для Михаила Чыгіра. Лістапад 96-го года. У загадкавай аўтакатастрофе гіне Анатоль Майсеня. Малады палітык спяшаўся ў Менск. У сталіцы канфлікт паміж прэзідэнтам і парламентам прымаў жорсткія формы. Хутка гэты чалавек жыў, хутка працаваў, хутка прыходзіў на дапамогу і хутка пайшоў з гэтага жыцця. Пайшоў тады, калі нашай дзяржаве патрэбны людзі з такім сумленнем, якое было ў Анатолі. Пайшоў тады, калі нашай дзяржаве патрэбны людзі, якія могуць сказаць праўду, могуць адстойваць гэту праўду. Ціхая вуліца ў цэнтры Менску. Вуліца Беларуская. 31 сакавіка 99-го года. Дзень Ч. Геннадзь Карпенка прыязджае сюды на сустрэчу. Адгэтуль яго звязуць у клініку. Версіяў таго, што адбылося, шмат. Загадак не менш. У гэты ж дзень, 31 сакавіка, я і яго родны брат Саша сустракаліся з Карпенка дома. Карпенка быў у нармальным стане, бадзёры, вясёлы, поўны планаў, аптымізму. Я знала, что он встречался с Тамарой Винниковой, и мы договорились встретиться, чтобы он обещал передать мне этот разговор. В нем было что-то важное. 27 числа, когда он был у меня, он сказал, что уже очень много сделано, и он готовил доклад. И с этим докладом он должен был выступать в Польше. Мы знали, что моя квартира прослушивается, мы знали, что нужно быть очень осторожным, поэтому мы вот не беседовали так, как вот я рассказываю вам. Он пришел заранее написанным каким-то текстом, я ему что-то писала, и лишь вот такие короткие реплики мы могли как-то уточнять.
И я вообще знала, где стоит это прослушивающее устройство, и мы его отключили. Завтра с удовольствием, с 9 до 10, пожалуйста. Пожалуйста, да. Ну, договорились. Всего доброго вам. Администрация президента. Гісторыя галоўнага банкіра краіны Тамары Віннікавай нагадвае палітычны трылер. Таямніцы, інтрыгі, грошы. Ёй прадказвалі пост прэм'ер-міністра. Яе арыштавалі на наступны дзень пасля балю ў прэзідэнта. Потым доўгія месяцы ў следчым ізалятары КДБ. Камера-адзіночка, хвароба. У студзені 99-го года яе пераводзяць пад хатні арышт. У красавіку, у дзень пахавання Карпенкі, яна знікае. Лондон, 2000 год. Музей васковых фігураў мадам Тюсо. Найлепшае месца для ўспамінаў. Геннадий Дмитриевич сказал, что он в самое ближайшее время получит список этих лиц, которые подлежат уничтожению. Он называл фамилии, там практически все, скажем, лидеры оппозиционного движения были им названы. И он сказал, что ему дадут этот список, эти люди обещали из спецслужб дать ему этот список. Не-не, граф Дракула да справы Віннікавай ніякага дачынення не мае. Проста экспанат. Когда он уходил, он подошел к двери и сказал, что проводите меня сотрудникам охраны, потому что только они могли дверь подойти и открыть. И они сказали: «Хорошо, господин президент». И он рассмеялся. И мы поняли, что все-таки наш разговор прослушивался. Ну, яны сустрэліся. І таксама там на кватэры. Пасля пашлі легенды, калі Карпенка памёр, што нібыта яго там нехта біў, нейкія гематомы. Гэта было прыкрыццё таго, што надта моцны гідраўдар крыві быў. І ў яго ад гэтага зрабіўся вельмі моцны інсульт толькі пасля. Гэта было... Я для сябе прыкідываю, што гэта была легенда. Говорить о том, что, в общем-то, это была полностью естественная и случайная смерть, не приходится, сейчас зная все обстоятельства, зная странности этого всего, и зная то, что спровоцировать гипертоника на серьезный гипертонический, летальный гипертонический криз очень легко медикаментозно. Тут импульс повинен быть. Импульс есть. Гіпертанічны крыз, моцны гідраўдар, прытым такі, як быў гідраўдар, калі яму стало дрэнна, до 300 такого у Карпенкі однозначно ніколі не было. Все, что происходило вокруг этой смерти, то есть не сразу сделанные операции, не найденные сразу врачи, которые могли помочь, это все те обстоятельства, которые как минимум заставляют задуматься. Опять же, ничего не утверждаю, но похоже, что задача устранения лидера оппозиции была выполнена со смертью Карпенко. Масштаб фигуры и возможностей, и альтернативы, связанные с этой фигурой, вот чисто в политическом контексте, если оставить просто сожаление о смерти такого человека, то, пожалуй, вот фигуры равной Карпенко больше не появлялось. 2000 год. Марш свабоды. Кадры з рэпартажу НТВ выклікалі нервовую рэакцыю на самым версе. Нязгодных дзесяткі тысячаў. Іх не назавеш пятую калонаю. Марш свабоды стаўся яшчэ і маршам памяці. У всех здравомыслящих сил, всех партий, коммунистических, Белорусского народного фронта, гражданского действия и остальных, которые объединились, наконец пришло понимание того, что свою республику надо из этого хаоса, из этой тьмы вытаскивать общими усилиями разума.